Привет, друзья! В эфире спортивный телепроект «Тонус». В рамках нашего телепроекта мы будем знакомить вас со звездами спорта. Мы будем показывать вам спорт изнутри. Мы будем тренироваться вместе с ними и пробовать все на себе. Мы докажем, что спорт – это не только полезно, но и интересно. Будьте с нами! Сегодня у нас в гостях человек, который на ринге и в жизни доказывает, что силен не тот, кто бьет, а тот, кто выдержит удар. Сегодняшняя передача посвящена кикбоксингу. И кто не как Алексей Федосеев знает о кикбоксинге все. Привет, Леш. Привет, Урмат. Спасибо за то, что согласился принять участие в нашей передаче. Ну а теперь покажешь несколько секретов из мира кикбоксинга. Всегда рад поделиться опытом. Поехали. Любимец кыргызстанской публики Алексей Федосеев не так давно стал чемпионом мира по кикбоксингу в престижной версии Вако Про. В этой упорной битве кыргызстанец одолел известного файтера из Бразилии Эмерсона Фалькао. Еще будучи 13-летним подростком из двух спортивных секций, которые были в селе Ивановка, футбола и кикбоксинга, он выбирает вид единоборств. Приходить в спортивный зал первым и уходить последним – в этом весь Алексей. Даже несмотря на то, что родители были против его увлечения спортом, он продолжил заниматься кикбоксингом. Как оказалось, не зря. Сегодня он по праву является одним из лучших кикбоксеров на планете. На вопрос, в чем формула успеха, Федосеев признается: выкладываться на все 100%, и тогда у вас обязательно все получится. С каких упражнений мы начнем разминку? Ну, я, как правило, всегда начинаю разминку со скакалки, так как места в зале недостаточно для того, чтобы делать какие-то взрывные какие-то виды, допустим, упражнения, то и у меня это, как правило, скакалка. Я прыгаю 20-30 минут на скакалке, после чего начинаю суставную разминку и уже перехожу к более сложным элементам тренировок. Покажешь нам, как это делается? Да, конечно. Начинаю я всегда легко, не спешу, потому что я прихожу за 20-30 минут до начала тренировки, и пока начинается основная тренировка, то у меня есть время хорошенько разомнуться. А теперь ты, Урмат. Ну не знаю, получится ли, сейчас попробуем. Если честно, я не очень прыгаю на скакалке, но... То, что вы сейчас делаете, это очень... то есть вы так долго прыгать не сможете. Понимаете? То есть, вы просто прыгаете двумя ногами, что приводит к быстрому утомлению и усталости. Поэтому просто, когда прыгаете, нужно просто с ноги на ногу. Смотрите, как это делаю я. С ноги на ногу. Вот. То есть высоко ноги поднимать даже не... Я почти не поднимаю ножки. Вот смотрите. Я почти их не поднимаю совсем. Переходим к суставной разминке. Начинаю всегда с головы, с рук. То есть такая общая разминка костей, да? А вот расскажи, ты занимаешься под музыку все это время или не обязательно? Нет, не обязательно музыка. Голова должна быть легкая, пустая, как бы. Но ты должен думать только сосредоточиться на тренировке. Иногда музыка, она отвлекает. Потому что ты полностью концентрируешься на своей тренировке. Да, потому что я тренируюсь в зале. У нас очень много людей, человек 20, и кому-то одна музыка подходит, другому нет. То есть, если для меня эта музыка нравится, то, возможно, кому-то она не подходит. Количество людей много, и индивидуально каждому нужен подход, поэтому музыки, как правило, у нас на тренировках нету. Все слушают только тренера и никого больше. И для тонуса 50 отжиманий и 30 прыжков. Но вы можете меньше сделать. Я уже чувствую, как я пропотел. Организм, думаю, готов уже к серьезной работе. Ну все, приступим к основной части. Леша, вот мы закончили разминку, которая была очень такая динамичная. Теперь после разминки к чему мы переходим? Ну, сегодня мы приступим, это будет у нас работа на мешке, работа на ринге, это будет парная работа, удары, элементы защиты от ударов и постановка удара. Вот, сегодня я вам расскажу немножко, как правильно бить, как правильно уклоняться, защищаться от ударов. Но перед тем, как начнем работать на мешках, нам необходимо
бинтовать руки, размять руки, потому что есть вероятность, когда сильно бьешь по мешку, то повредит руки. А руки для бойца это, наверное, из того арсенала, что их нельзя ни в коем случае, чтобы они повредили. То есть можно выбить палец, поэтому очень хорошо нужно разминать пальцы. Перед тем, как намотать бинты, нужно просто хорошо размять ручки, пальцы, чтобы они не выбили, чтобы их не сломать. Потому что даже через перчатки можно повредить и выбить пальцы. И потом долгое время ты не сможешь просто бить рукой. Итак, вот мы подошли к этому замечательному снаряду, который называется боксерский мешок. Леша, расскажи, пожалуйста, как ты на нем тренируешься? Что ты делаешь? Первый раунд у меня начинается всегда с разведки. Я сразу не перехожу в наступление и в атаку. То есть первый раунд в основном всю работу я делаю левой ручкой. То есть обязательно здесь руки и проверяю удар левой. Просто работаю. Весь раунд я работаю левой рукой постоянно. Такие легкие джебы, да? Да, легкие джебы. Проверка дистанции по животу, в голову. Отсюда, с уклоном по печени. То есть вся работа, первый раунд, я просто работаю левой рукой. Очень легко, очень легко. После первого раунда работы на груше, на мешке, что ты делаешь дальше? Я перехожу к более длинным связкам, это двойкам, тройкам, четверкам, и наращиваю таким образом темп. То есть начиная с одиночных ударов, перехожу в более комбинационные, более длинные связки. То есть начинаем с самого легкого и переходим к более сложным вещам. Леша, расскажи подробнее, какие виды ударов ногами вы применяете вообще в этом виде спорта? Есть удар по печени, есть удар в голову, есть удар майя. То есть в каждом виде спорта они называются по-разному. В вашем виде спорта удар майя это что? Удар майя – это удар со стойки наносится в область живота. То есть удар наносится таким образом, что… Прямой ногой? Да, прямой ногой ты отталкиваешь соперника и бьешь его в область живота, да, в область корпуса, наносишь удар. В основном этот удар идет навстречу, да. То есть, чтобы не подпустить к себе соперника, не подпустить его на ту дистанцию, которую он к тебе подходит, ты просто бьешь ему в живот таким образом. Останавливающий удар. Да. Но он очень опасный, потому что сбивается очень сильно дыхание, и после чего соперник, если вы точно попадете, навряд ли он сможет встать. Угу. Ясно. А теперь удары, мы так рассмотрели удары в среднюю часть тела, теперь удары в верхнюю часть тела. Как они называются? Я наношу просто удар в голову, ногой сюда, по голове. То есть ты сначала выносишь ногу? Я поднимаю колено сюда, после чего просто поднимаю сюда ногу и выкидываю ее таким образом, что разворачиваю весь тело, все тело разворачиваю в правую сторону, переношу весь тело на левую ножку. То есть центр тяжести в эту сторону? Да, центр тяжести переносишь на левую сторону и посылаешь его в ногу как бы. В бою это происходит так. Я двигаюсь, вытаскиваю своего соперника из равновесия и бью в голову ногой. То есть это примерно выглядит так. Я дергаю, делаю уклон. Как только он раскрылся, я бью в голову. Не хотел бы я оказаться на месте соперника Леши. По-моему, этой груше тоже не повезло сегодня. Еще покажу удар лоу-кик, как он правильно наносится. Это буквально очень быстро, не займет много времени. То есть мы также продолжаем двигаться вокруг груши. Никогда нельзя стоять вот возле нее и постоянно бить. Нужно постоянно двигаться. Мешок – это тот же твой соперник. Просто мешок единственное, что он не может ответить. Но надо постоянно возле него двигаться. И удар наносится таким образом, что ногой бьешь по груше. Также дергаешь и лоу-кик. То есть ногу туда посылаешь. То есть весь удар, всю удару силы вкладываешь в этот бьем удар. голенью, да? Да, бьем голенью, но с такой силой, что вон удар пошел туда. То есть буквально я просто сношу своего соперника с ударом ноги. А удар с разворота по печени, то есть я просто бью в то место, где у него стоит локоть. И даже если у него будет стоять локоть на месте, то я просто ему через локоть пробью. Квартиры от Эмарк Строй.
Это новые коммуникации, современные материалы и технологии, удобная планировка и большая площадь, бесшумные лифты, благоустроенная и охраняемая территория, наружное освещение и утепление фасада, детская площадка, парковочная зона, развитая инфраструктура, безопасность. Эмарк Строй. Мы строим для вас и для ваших детей. Мы перешли на боксерский ринг. Сейчас нам Алексей продемонстрирует технику ударов в кикбоксинге, как их правильно наносить. Я наношу левый прямой. Левый прямой вы просто держите вот так. Я стою в стойку и начинаю делать, проводить серию, проводить разведку, вернее. Скажем так, что я стою в стойку и провожу разведку. Я всегда делаю разведку левой рукой. То есть я постоянно реагирую, как он будет себя вести. То есть это может удар сюда, может по корпусу. То есть я постоянно провожу разведку, но никогда не открываю правую сторону. Постоянно держу То есть ее. ты правой рукой всегда закрываешь свою челюсть? Да, закрываю и постоянно реагирую. Бью сюда. То есть пытаюсь провалить его. Левой и правый удар. Да? То есть я просто бью без силы легко. Как бы эта тренировка. Здесь не нужна Это сила. легко, заметьте. Здесь не нужна сила, здесь нужна быстрота и точность попаданий, и правильность скорость, попаданий. Да? Скорость, легкость и точность. Все. Я вам покажу такие элементарные удары. Для новичков. Да, для новичков, чтобы они не казались очень сложными элементами. Классическая двойка – это удар, это такая же стойка, руки здесь перед собой, двоечка, раз, два, наносим, два. Вот, то есть раз, два, все. Руки перед собой, постоянно ручки перед собой. Вот, ручки здесь, постоянно двигаемся на ногах, не забываем делать уклоны. Есть. Потом переходим в боли, потом переходим в тройку, раз, два, три. Потом переходим в четверку, раз, два, три, четыре. При этом все делаем. При этом ноги находятся не на месте, да. мы постоянно ноги двигаемся. постоянно работают, с ноги на ногу, да? Да, то есть когда я наношу удар, я тоже иду на вас, я тоже двигаюсь. То есть я наношу удар, да, я двигаюсь, вот. И что такое стойка? Как правильно стоять? Расскажи об этом, пожалуйста. Как правильно выбирать позиции? Ноги должны занимать такую форму, чтобы между ногами была примерно разница около полуметра. Носки немножко приподняты, живот немножко не так, жмок немножко втянутый. Руки должны находиться, локти должны прижаты быть к телу, к корпусу. Если человек правша, то, соответственно, у него опорная нога тоже правая, левая. Да? Левая. Если я правша, то у меня опорная нога левая. Вот, левая опорная нога, получается правая, и мы переносим вес тела с ноги на ногу. Челюсть закрывается плечами и руками. То есть ни в коем случае не вот так. Ты должен, голова быть приподнята, глаза смотреть должны только на соперника, руки возле закрывать лицо и корпус. То есть я должен постоянно находиться в такой позиции, чтобы чтобы мне было нанести удобно правый удар отсюда, правой ногой пнуть сюда, допустим, пнуть сюда. Понимаете? Все. Ножки немножко согнуты для маневренности. Ножки постоянно согнуты для маневренности. Я могу отсюда нанести. То есть неожиданный удар был в печень. Ножки, они постоянно должны быть немножко согнуты для того, чтобы быть маневренными. Мы должны постоянно двигаться. Если мы будем стоять на месте, то нанесут удары. Мы постоянно двигаемся здесь. Левой рукой делаем разведку здесь, наносим здесь. То есть я уже пугаюсь. Вот такой Мне реально больно было в печень. Это же легко. Много видов защиты. Это есть уклоны, нырки, оттяжки, глухая защита. Что называется глухой защитой? Это когда мы закрываемся полностью, и вы наносите мне удары. Бейте просто мне отсюда. Я защищаюсь, и в ответ бью вам удар, допустим, отсюда. Бью отсюда удар. То есть это глухая защита. Я встал и защищаюсь. Есть нырки, когда вы наносите мне удар левой прямой, бьете сюда в голову. Прямой, вот отсюда. То есть вы бьете прямой, я уклоняюсь сюда. Вот это называется нырок. Бьете правой в голову, прямой, я уклоняюсь сюда. Это называется нырок. Называется уклон. Когда вы бьете левый сбоку, я делаю нырок. Бьете с правой, бьете правой сбоку, я делаю нырок. То есть в бою это выглядит так. Вы мне бьете левый, я уклоняюсь сюда, делаю нырки отсюда. Я постоянно ныряю под вас. Пытаюсь не дать вам работать, чтобы отсюда ударить. То есть я постоянно делаю нырки, уклоны делаю.
легче попасть по стоячей мишени, нежели когда она двигается. Поэтому постоянно ваша голова, она должна постоянно двигаться. Ваше тело полностью должно слушаться вас. И как бы вы должны чувствовать свое тело настолько, что после защиты, после уклона, после нырка вы должны атаковать соперника. Поэтому это динамика, постоянная работа, постоянное движение. То, что вы владеете своим телом настолько, что после любого движения вы можете нанести такой удар, который может соперника просто выключить, и он не сможет продолжать вести бой. Это и есть мастерство. Настоящий спортсмен, который воспитан который воспитан правильно, он никогда не будет свои навыки использовать для того, чтобы показать свою силу. Только для самообороны, для защиты своих друзей, близких, только в таких целях можно применять свою силу. Я вообще очень неконфликтный человек, и мне не нравятся люди, которые пользуются своими какими-то данными физическими, чтобы там провести давление на какого-то человека. Но я думаю, что все должно решаться в рамках закона. У нас, да, такое укоренившееся понятие, если ты спортсмен, значит ты связан с криминалом. На самом деле это неправильно. Это, наверное, те люди, которые не добились чего-то в спорте и хотят просто легких денег, не хотят работать, не хотят трудиться, хотят легких денег, они идут по неправильному пути. И просто вкус легких денег, они знают, что они ничего не будут делать, не будут прикладывать усилий и будут зарабатывать деньги. Это неправильно. Я занимаюсь спортом, и я не представляю себя, не вижу себя без этого. Я теряю себя как какую-то личность, я теряюсь, когда я перестаю заниматься спортом. И когда я пришел в зал кикбоксинга, у меня, честно говоря, тогда даже не было средств, чтобы оплатить за тренировки. И я оставался после тренировок. Мы договорились с тренером, что я буду оставаться после тренировок и убираться в этом спортзале. То есть каждый день, когда заканчивались тренировок, я оставался в зале, мыл полы, убирал тренировочный инвентарь, наводил порядок и уходил. Это была оплата. Я думаю, что у нас страна тоже талантливая своими людьми. Просто нужно раскрыться, нужно развивать свой потенциал, двигаться в этом направлении, и все получится. Помимо того, что я одеваю колпак и выхожу под флаг, у меня есть еще одна такая особенность. Я выхожу под одну и ту же музыку Мирбека Атабекова. Это про наш Кыргызстан, про нашу землю. Мы случайно в аэропорту Шереметьево встретили Рой Джонса. И мы настолько были, заряжены и вдохновлены этим увиденным. Это легенда спорта. Он стоит, наверное, после Тайсона на втором месте. Мирбек Сюмбаев побежал, достал колпак, наш кыргызский колпак, и там еще был орнамент, был герб Кыргызской республики. На колпаке изображен. Да, на колпаке. И он ему одел. И когда прилетели в Анапу, через какое-то время мы смотрим новости и видим, что этот Рой Джонс находится в нашем колпаке на пресс-конференции и на взвешивание идет. Это настолько нас удивило. Совсем в другой стране, в Краснодаре, находится в нашем колпаке. То есть это представитель вообще другой страны. Он выступает за Америку. И вот тут он в нашем традиционном колпаке. Мы настолько были удивлены и поражены этим, то что он, наверное, почувствовал, то мы ему подарили от всего чистого сердца, мы ему подарили, и он это, наверное, почувствовал. Мы даже никто с ним не разговаривал по-английски, он просто почувствовал это, что мы ему так вот подарили. И мы еще видели после этого в аэропорту, когда мы пошли в сектор Е, по-моему, на посадку, мы видели, что он все это время ходил в колпаке и не снимал его, понимаете? Он пошел и, по-моему, через 2-3 дня он даже не снимал. Он на пресс-конференции сидел в нем, он фотографировался, он везде был в этом колпаке. Но это, наверное, говорит о том, что, наверное, он почувствовал, что мы от всей души подарили ему. Будьте в тонусе, занимайтесь спортом, будьте здоровыми, всегда красивыми и успешными. Всего доброго. До новых встреч!